Волонтеры-экологи в первой школе селения Нестеровской установили контейнер по сбору пальчиковых батареек. Таким образом, хотят привить культуру правильной утилизации использованного товара. В противном случае некогда полезная вещь может очень негативно сказаться на окружающей среде. Подробности у Тамары Хашагульговой. Как правильно утилизировать батарейки и зачем? Учащимся волонтеры-экологи разъясняют на конкретных примерах. От всего потребляемого объема батареек в год, а это 20 тысяч тонн, перерабатывают лишь 3%. И это при том, что одна пальчиковая батарея способна заразить порядка 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Но при правильной утилизации она способна приносить не только вред, говорят организаторы. Более 10 метров с батареей онкологические заболевания провоцируют именно онкологические заболевания и Первый шаг в деле утилизации – это, безусловно, сортировка и переработка. От слов к делу, как говорится. Специальный контейнер для сбора элементов питания волонтеры принесли с собой. Теперь школьникам далеко ходить не придется. Исмаил Базгиев, к примеру, обещает впредь сортировать мусор правильно. Раньше я выкидывал старые батарейки в мусорку. Теперь у нас есть контейнеры для того, чтобы специальный контейнер для того, чтобы выбрасывать ненужные батарейки в этот контейнер. Культура ответственного, а главное рационального отношения к природным ресурсам должна формироваться с детства, уверены организаторы. Мы подумали, именно если работать со школьниками уже, прежде чем они окончат школу, в них нужно уже вложить в эту экологическую систему, чтобы они после окончания школы могли быть добровольцами, волонтерами, экологами и подготовить их уже со школы. В силу обстоятельств того, что я сам являюсь учителем основы безопасной жизнедеятельности, мы проводим уроки именно по обучению детей обращению с отходами, различными отходами. Конечно, на уроках мы проводим разъяснительные беседы, объясняем, что необходимо утилизировать это все. Нельзя сбрасывать это все в общую кучу, потому что это все потом приводит к различным химическим загрязнениям и так далее. Революцию в системе сбора и утилизации волонтеры хоть и не обещают, но все же надеются, что совсем скоро общими усилиями ситуацию удастся стабилизировать. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.